Верховный хан монголов Хулагу, внук великого Чингисхана, повелителя Поднебесной, предупреждает султана Мустафу Катуза. Тебе не победить армию монголов. Сдай Каир без боя, а в залог твоего повиновения и согласия забирает твою жену Шадияр аль-Дуро. Мамлюки! Никто в мире не смел поднять руку на монгольских послов. Император византийский Михаил Палеолог торжественно принимал монгольских послов в своем дворце. Даже Папа Римский с видимой почтительностью вел переговоры с послами монголов. И только гордый Катуз осмелился поднять на них руку и ускорил начало войны. Не посоветовался Катуз с халифом и шейхом, а послушался гневного взгляда Шадияр. Отчего погибло царство? От того, что много воевало и много побеждало. Но разве побеждать не благо для государства? Когда воюют много, народ распускается. Когда много побеждают, правители становятся высокомерны. А при распущенном народе и высокомерных правителях редко бывает, чтобы государство не погибло. Высокомерие ведет к произволу, распущенность порождает злобу. Злоба – волнение. Когда подвиг совершен и пришла слава, надо отступать. Или лучше совсем уйти. Потом, когда приехал султан Катуз с Шадияр на остров мамлюков, никто из мамлюков не смотрел прямо в глаза своего повелителя. И так были затемнены мысли Катуза женщиной, что не заметил этого Катуз. И превратил Катуз воинов мамлюков в акробатов, гимнастов, клоунов, циркачей. И делали шуты-мамлюки все, чтобы рассмешить Шадияр. И так доволен был Катуз, что не заметил, как наполнялись злобным негодованием мои 9 мамлюков.